Друзья, с утра. Привет, мои солнышки. Сейчас будет преображение. Перед тем, как делать макияж, я обязательно протираю лицо тоником. Сейчас я тестирую вот этот бренд, китайский бренд. Начнем с того, что просто протонизируем. Следующим этапом будет CC, крем, очень легкий, такой флюид. Он считается как база под макияж, подсвечивает кожу. Следующий этап нанесение кушон. Это Cialux, Швейцария. Что такое кушон? Это продукт, в котором совмещено два продукта, тональный крем и пудра. Вот так он выглядит внутри. Я вот так работаю с пончиком, набираю продукты, баночки. И вот такими легкими движениями прихлапываю. Вот так выглядит кожа после нанесения кушона. Тон идеально ровный. Такой моментик интересный, что вот этот продукт Cialux, кушон, да, его нет в бюджетных линейках косметики. Он представлен только в люксе. В люксе цена будет от 3000 рублей. Переходим к глазкам. Беру базовый оттенок, прорабатываю все веко светлым базовым оттенком. Теперь беру опять тот тон, которым я делала коррекцию на лице, темный, и прокладываю только складочку, прокрашиваю. Только в складочку, углубляю, затемняю. Вот этого достаточно, чтобы я отправилась уже в спортзал. Я не делаю какие-то тут супер акценты, но я обязательно затемню ресничный край с помощью тонкой, очень тоненькой подводки. Не буду рисовать. Теперь переходим к бровкам. Карандашик Cialux. Карандаш для бровей очень устойчивый, водостойкий. У него форма имеет вот такой вот есть кончик, хвостик растушевывает. Подводочка тоже Швейцария, Cialux. Смотрите сразу, как появился такой легкий акцент в глазках. После того, как я затемнила ресничный край. Отличная подводка, водостойкая. Прокрашиваем бровки. Делаем идеально ровную нижнюю дугу подбровную. Вот она, идеальная бровь. Прокрашиваю реснички. Швейцария Cialux. Это все тот же новый бренд, который я сейчас тестирую. Кстати говоря, очень бюджетный вариант. Качество отличное. У него есть частички такие, как силиконовые, что ли. Они удлиняют реснички. Берем всю ту же палеточку и обязательно добавляем румяна. Румяна персика, натуральный оттенок.